Сегодняшняя проповедь называется «4 схемы формирования семейного бюджета». 4 схемы формирования семейного бюджета. Запиши себе, если у тебя нет семьи, тебя это рано или поздно все равно коснется. Ну, во всяком случае, сегодня ты какие-то важные, умные вещи услышишь из Слова Божьего, и чему-то, я верю, научишься. Итак, сегодня мы говорим о схемах, как формируется бюджет семьи. Или откуда деньги, братан, в твоей семье? Откуда деньги, сестра, в твоей семье? У нас будет 4, скажем так, пункта. Некоторые из них не библейские, некоторые из них не рабочие. Ну или, скажем так, они работают до поры до времени, а потом все равно перестают работать. Сами посмотрите, какие вам покажутся библейскими, какие вы считаете, что они духовные, божественные, такие выбирайте для своей будущей семьи. Или, если у вас есть семья, для сегодняшней действующей семьи. Итак, схема номер 1. Запиши себе. Муж и жена не работают. Вау! Что это за схема такая? Я бы хотел в этой схеме поучаствовать. Но эта схема не для всех. Эта схема, я сразу оговорюсь, она, сами решайте, библейская или не библейская, но это странно, когда люди ничем не занимаются, и они бездельники. Они просто не работают. И эта схема, я сразу скажу, она работает всего лишь какое-то короткое время. Пока те, которые спонсируют этого мужа и жену, они не психанут. Чаще всего, как это бывает, и кто является спонсором такой схемы, когда муж и жена не работают. Спасибо тебе, женщина Божия. Папа с мамой. Знаете, бывает так, например, молодая семья создается, бывает уж совсем молодая семья создается. И вот, например, мама с папой, вот они ребеночка растили, чаще всего девочку, доченьку, ни в чем ей не отказывали, окружили ее заботой, любовью, финансовым благополучием. И потом эта девочка выходит замуж за парня, который сам не состоялся, который сам ничего не может, он еще не был способен даже самого себя обеспечивать. Он не был еще сам, скажем так, самостоятельным, но у них случилась большая, сильная любовь. Понимаете, о чем я говорю? Такая, что они не могут жить друг без друга, глаза горят. И вот тут вдруг мама с папой их какими-то доводами, аргументами, их проламывают, их убеждения рушат. И они говорят, ну ладно, так уж и быть. Бог с вами, женитесь. И потом, когда после свадьбы встает вопрос, а как же мы будем жить? Папа с мамой настолько сильно любят свою девочку или настолько сильно любят своего мальчика, они делают все, чтобы его жизнь была безбедной. Каким образом? Они заботятся о жилье, они заботятся о том, чтобы мальчик с девочкой все еще продолжали иметь пропитание, они их кормят. Новый iPhone выходит, они им покупают этот новый iPhone. И когда они приезжают к ним на драндулете в гости, им как-то стрёмно за них, они покупают им новую машину. Схема? Схема. Библейская? Вопрос к вам. Или не библейская? Ха-ха. Я вам могу сказать, если вы считаете, что это библейская схема, вот вам место Писания. Это место Писания из книги Бытие 2:27. Это место Писания, которое цитировал Иисус в послании Марка, в послании Матфея. Вот Марка 10 глава 7 стих. И послание Ефесянам 5:31. Это все одно и то же. Здесь написано так. Вот библейская схема вам. Бог говорит, поэтому оставить человека отца и мать. Человек, здесь имеется в виду жених. Поэтому оставить жених, отца и мать и соединиться со своей женой. И двое станут одной плотью. Вот здесь ключевое слово для того, чтобы состоялась семья, для того, чтобы в том числе у него состоялся общий семейный бюджет. Для этого им надо оставить отца и мать. И многие думают, как я оставлю отца и мать? Я съеду с их, например, с их жилья, я сниму новое жилье для себя и для своей будущей жены. Красавчик! Но оставить отца и мать – это отлепиться эмоционально, это отлепиться душевно, эмоционально, как хотите называйте, пусть это будет в первом у нас. Это отлепиться физически, когда ты съезжаешь с территории отца и матери, новая семья, новая территория.
Это отлепиться финансово, третья вещь, как минимум. Это когда ты перестаешь уповать на деньги своих родителей. Это когда ты перестаешь, знаешь, приходить и рассказывать историю своим родителям, как вам плохо и как вы едите картошку вместе с картофельными очистками. И потом всей семьей рыдаете, и тебе родители дают денег в поход, чтобы ты там позволить себе мог кусочек мяса, кусочек сыра, кусочек колбаски. Это не та схема. Божья схема, с чего начинается семья, это когда муж и жена, прежде всего, они для себя решают, что мы начинаем новую семью. И мы отлепляемся не просто физически, мы не просто эмоционально отлепляемся, мы отлепляемся материально от своих родителей. И когда родители хотят нас чем-то благословить, они хотят для нас что-то сделать, это не потому, что мы так их технично подвели к этому выбору. На самом деле безвыборное состояние, когда они хотят, не хотят, они обязаны что-то сделать для тебя. Мама с папой, у меня семья разваливается, мы не можем там вытянуть, мы не можем как-то там выползти из долгов, помогите. Знаете, если ума хватило жениться, ума должно хватить на то, чтобы жену содержать. Аминь, братья и сестры. Аминь, братья. Мне так нравится, некоторые люди говорят: Денис, вот это ты в 19 лет там женился, я хочу по твоему примеру тоже в 19 лет жениться. Молодец! Молодец, я только за, но в 19 лет ты должен состояться как отдельно живущий мужчина, сам о себе заботиться, сам заботиться о своем жилье, зарабатывать на свое пропитание, одежду, зарабатывать на то, чтобы тебе быть независимым от родителей. Мало того, что ты должен состояться как думающий мужчина, как человек, способный брать ответственность за свою жизнь и за жизнь другого человека. А если ты ребенок 19-летний, сегодня у нас есть такая категория людей, они в 30 лет ребенок все еще. Он без мамы шага сделать не может. Он без папы никакого самостоятельного решения сделать не может. Папа его или мама привели в военкомат, мама его до сих пор водит куда-нибудь в поликлинику, за него решаются все вопросы, связанные с тем, с другим, с третьим. И это все еще ребенок. И когда он будет выходить замуж или жениться, она или он, этот ребенок не будет способен взять ответственность за формирование финансового бюджета. Итак, схема рабочая или не рабочая? Рабочая до поры до времени. Пока папа или мама не психанут и не скажут: да сколько можно? Этот зятек уже когда-нибудь задницу оторвет когда-нибудь он уже встанет с дивана и начнет сам свои деньги зарабатывать. Все, с этого момента урезаем или с этого момента перестаем давать. Вот здесь начинается, кранчики закручивают, вот здесь начинается настоящая жизнь. Вторая схема. Работает только жена. Вау. Некоторые мужчины скажут: спасибо, брат, я ждал, когда же эта схема будет проговорена в церкви. Но я хочу одно местописание прочитать, и вы сами решите для себя, Божья эта схема или не Божья. Причем она тоже до поры до времени рабочая. 3 книга Царств, 21 стих. 21 глава, простите, пожалуйста. 21 глава, мы прочитаем 16 стихов, если я не ошибаюсь. 16, поэтому готовьтесь. Я хотел бы, чтобы вы сейчас посмотрели на мужчину, которого описывает это повествование. Я хочу, чтобы вы представили этого мужчину себе. Иногда нам кажется, что все эти истории 2-3 тысячелетий назад, 4 тысячелетий назад, они там и остались. На самом деле эти истории про сегодняшних ребят или про сегодняшних девушек, про сегодняшних мужчин или про сегодняшних женщин. Через некоторое время произошли следующие события. У Навота из Израиля был в Израиле рядом с дворцом Ахава, царя Самарии, виноградник. Ахав сказал Навоту, Ахав царь, он сказал Навоту: отдай мне твой виноградник под огород, ведь он расположен вблизи моего дворца. У человека идея возникла. Да, он такой огородник по жизни. У него такая вот идея родилась совершенно безумная. Там уже есть виноградник. Чаще всего
Вот эти мужчины, это люди с такой философией идей. У них постоянно рождаются какие-то идеи. Они постоянно живут в какой-то, вот знаете, вот эйфории, эфемерном мире, придуманном мире. И он говорит, в обмен я дам тебе виноградник еще лучше. Или если захочешь, заплачу тебе его цену. Но Навот ответил, не приведи Господь, чтобы я отдал наследие моих отцов. Ахав пошел домой мрачный и разгневанный, потому что Навот из Израиля сказал, я не отдам тебе наследие моих отцов. Он лег в постель, отвернулся и отказывался есть. Подождите, о ком идет речь? О царе. То есть это взрослый мужик? Да, это взрослый мужик. Это не просто взрослый мужик, это человек в позиции. Но вдруг что-то пошло не так, как он планировал. Он просто обиделся на мир. Он лег на кровать. И Библия говорит, он отвернулся и отказывался кушать. Дорогой, пойдем поешь. Не хочу, сама ешь. Его жена Изавель вошла к нему и спросила, ты что такой мрачный? Почему ты не ешь? Это беспокоило сердце женщины. Он ответил ей, потому что я сказал Навоту из Израиля, продай мне виноградник. Или, если хочешь, я дам тебе вместо него другой. А он сказал, я не отдам тебе виноградник. Знаете, жалуется жене своей. Его жена Изавель сказала, разве ты поступаешь, как царь Израиля? Вдруг у нее просыпается вот это вот желание вдохновить этого парня. Потом, видимо, она понимает, что это без толку. Она смотрит на него, на его состояние, она понимает, ну и что я его сейчас буду вдохновлять? Да ты же мужик, вставай, делай. Ты же там царь Израиля, ты воин, ты человек, который армиями командует. Она даже не стала это делать, потому что она что-то увидела в его глазах. Печалька. И она, знаете, такое сострадание, встань, поешь. Охота сказать, да Изавель, не переживай, он не умрет, он не доведет себя до такого состояния. Он до поры до времени будет это делать. И дальше написано, ободрись, я добуду тебе виноградник Навота из Израиля. Она написала письма от лица Ахава, скрепила их его печатью, разослала старейшинам, знатным людям, жившим в городе Навота. В этих письмах она написала, объявите день поста, усадите Навота на почетное место среди народа, но напротив него посадите 2 негодяев, пусть они произнесут свидетельство, что он оскорбил и Бога, и царя. После этого выведите его и забейте камнями до смерти. Старейшины со знатными людьми, которые жили в городе Навота, да что ж за уровень коррупции-то? Сделали так, как приказала им в письмах Изавель. Невиданная коррупция доселе. Они объявили пост и усадили Навота на почетное место среди народа. Затем пришли 2 негодяя, сели напротив него, обвинили Навота перед народом. Навот оскорблял и Бога, и царя. После этого его вывели за город, забили камнями. Потом они послали известить Изавель. Навота забили камнями, и он умер. Как только Изавель услышала о том, что Навота забили камнями, она сказала Ахаву, вставай, бери себе виноградник Навота из Израиля, который он отказался продать тебе. Его больше нет в живых, он мертв. Когда Ахав услышал, что Навот мертв, он встал и пошел, чтобы взять себе виноградник Навота. Схемка какая? Ой, все плохо. Ой, ничего не получается у меня. Ой, я пробовал. Ой. И жена такая, сколько можно? И она говорит, ладно, лежи. Я пойду и заработаю, я пойду и сделаю, я пойду и добьюсь каких-то вещей. Знаете, эта схема сегодня сплошь и рядом. Я понимаю, если бы это было бы только там, что работала только жена. А Ахавчик лежал и ни о чем не думал. Он знал бы, что его жена в клювике принесет ему ответ на его нужды. Знаете, сегодня эта схема, она сплошь и рядом, когда мужчины недееспособны. И они говорят, ой, это Изавель, она взяла все в свои руки, она всеми нашими финансами управляет. Не она Изавель, ты Ахав.
Если у меня жена Изавель, это значит, я соглашаюсь с тем, что я беспомощное существо, вроде бы мужчина, но я человек, который не хочу и не могу взять ответственность за то, что происходит с моей семьей. Если вы читаете Слово Божие, весь Новый Завет говорит о том, что мужчина, он управляет своей семьей. Управляет. Это человек, который зарабатывает деньги, это человек, который делает какой-то взнос финансовый в бюджет своей семьи, соответственно этому он имеет моральное право этим бюджетом управлять. Очень просто. И знаете, когда работает только жена, что происходит? Жена рано или поздно, она перестает уважать своего мужа. Она просто перестает на него смотреть, как на дееспособного мужчину. Она понимает, что это еще один ребенок в ее жизни, за которого надо все решать, о котором надо постоянно заботиться, исправлять его идиотские решения, исправлять его ошибки. Когда вырастают дети, может быть, сначала они маленькие, они любят папу своего, который целыми днями с ними на диване вместе мультики смотрит. Сначала по приколу, а потом, когда приходит время, и дети начинают познавать мир, они начинают понимать, если бы не мать, мы бы здесь все сдохли с голоду. И какой бы отец не был крутой в своих выражениях, высказываниях, он просто лишается уважения со стороны своих детей. И это печально. И потом ты просишь, может быть, эти люди приходят в церковь, и ты как служитель просишь, чтобы человек уважал своего отца, а он не может по определению. Как человек может сказать, я не знаю, за что мне уважать моего отца. Друзья, рабочая эта схема или не рабочая, у некоторых по 30, по 40 лет эта схема работает. Но библейская ли она? Ответьте сами на этот вопрос. Если ты хочешь быть мужем Божьим, ты не можешь быть безинициативным человеком. Если ты хочешь быть человеком, который является мужем прорыва, ты не можешь быть лентяем, человеком, который просто просиживает свою жизнь на диване. Ты не можешь быть таким человеком, который течет по течению и который ждет, пока его жена придет и решит все проблемы, скопившиеся за эти годы или за это время, пока ты сидел на диване. Слышите, друзья, это точно не наш путь, и это точно не наша схема, на которой бы мы хотели останавливаться. Итак, две схемы, о которых я сказал. Первая схема, когда ни муж, ни жена не работает, не Божья. Однозначно, схема, которая рано или поздно заканчивается. Второе, муж, работает только жена, муж ничего не делает. Муж, он за женой, как за каменной стеной. Но эта схема совершенно безбожная. Это схема, которая плодит неуважение к мужчине. И в этом никто не виноват, кроме самого мужчины. Третья схема. И это уже совершенно библейская схема. Это библейская схема, которой ты можешь смело придерживаться. Работает и муж, и жена. Есть две схемы, о которых мы говорили. Это безбожные схемы. Мы сейчас поговорим о двух схемах, которые библейские. И одна, и вторая правильная. Работает муж и жена. Что это значит? Помните, когда в Эдемском саду Бог создавал женщину? Для чего? Помощница. Помощница в каком труде? Чтобы возделывать сад и заботиться о нем. Бытие 2.15 и Бытие 2.18. Здесь написано, что у Адама была работа. Адам трудился своими руками. Он о чем-то нес ответственность и заботился. Женщина была ему в помощь, чтобы вместе с ним трудиться. Друзья, хочу сказать больше. Сегодня многие женщины имеют невысвобожденный потенциал. Потенциал быть людьми бизнеса, потенциал быть людьми служения, потенциал быть людьми, которые сегодня будут что-то развивать, что-то расширять. И это неплохо, потому что это творческое, божественное семя в женщине. К сожалению, у нас либо культура, либо религия убивают это в женщинах. Ты никто, иди занимайся детьми. Вот крайнее, что ты можешь делать, это вот там в прославлении петь, либо детским служением заниматься. И женщин забивают, хотя она полноправный партнер своего мужа. Многие женщины, они женщины с идеями, чтобы зарабатывать, чтобы что-то развивать. Мужчины, они начинают говорить, и вроде бы по-библейски они говорят, занимайся домом.
Но представьте себе, мужья, если раньше заниматься домом, это значит колоть дрова, заниматься огородом, греть воду. Вообще эту воду сначала притащить надо откуда-то. Плюс там не было контрацепции, у тебя 15 детей еще бегает. Памперсов нет, за каждым что-то надо сделать, помыть, вытереть. Представьте себе, сколько было заботы у женщины той и современные женщины. Даже если у тебя 1 или 2 или 3 ребенка. Что у нас бывает? Наши дети подрастают, они уходят там в школу или в детский сад. Жена предана сама себе. Я понимаю, если у тебя 400 метров квадратных, которые тебе надо каждый день убирать. О-оу. Я понимаю, если у тебя огород 12 соток, который тебе надо вспахивать, там картошку выращивать для того, чтобы твоя семья с голода не померла. Я понимаю, если у тебя столько работы по дому. Но на самом деле многие женщины, они имеют вот этот нереализованный потенциал, который в конечном итоге, знаете где? В турецких сериалах. Она сидит дома, и она не знает, чем себя занять. Ее не надо в этом, знаете, упрекать или осуждать за это. Просто в ней кипит, бурлит жизнь. И эта женщина начинает либо в интернете, либо в телеке залипать. Она как-то хочет быть сопричастником какого-то действия. Так как ей не дают возможность сегодня работать, она хоть виртуально будет сопричастником какого-то действия. Слышите, друзья? Мужья, если у вас жены не знают, чем заняться целыми днями, отправьте их на работу. Может быть, у тебя сейчас нет жены, может быть, у тебя сейчас нет жены. И, знаешь, эта схема рабочая, библейская. Это неплохая схема. Особенно, когда у вас в самом начале детей нет. Ей тем более скучно. Знаете, что она будет делать? Она будет тебя просто звонками доставать. Дорогой, что делаешь? Поговори со мной. Ты меня совсем не любишь. Ты мне последнее время даже на звонки перестал отвечать. Я тебе такое сообщение написала в WhatsApp или в Телеграме, и ты мне не ответил на него. И ты объясняешь, я занят, я висю на 14 этаже, у меня тут мы окна меняем. И он, знаете, у него скалолаз. Или он там на микроавтобусе едет, у него там 40 человек сзади, все слушают, о чем он разговаривает. Я не могу сейчас говорить, мне неудобно. Я так и знала, ты меня не любишь, я так и знала, ты меня просишь, я так и знала. Ла-ла-ла-ла. Потому что женщине нечем заняться. Детей рожать, да, кто-то говорит. Хорошо, давайте мы посмотрим и в эту схему. Но прежде чем мы придем к моменту, что детей рожать, давайте 2 места Писания посмотрим. Деяния 18 глава и 1 Коринфянам 9 глава. Вот здесь в 18 главе Деяния апостолов с 1 стиха по 3 и в 26 стихе описывается интересная семейная пара. После того Павел покинул Афины, отправился в Коринф. Там он встретил иудея по имени Акила, уроженца Понта. Тот недавно прибыл из Италии со своей женой Прискилой, потому что кесарь Клавдий приказал всем иудеям покинуть Рим. И Павел пришел навестить их. Семейная пара. Про детей нет ничего. Вот если вы семейная пара и у вас нет детей, нет дома 300 квадратных метров и огорода в 40 соток, это про вас. Здесь написано, что у них было одно ремесло с Павлом. Оу! Они вместе занимались бизнесом, друзья. Они изготавливали палатки, поэтому Павел остался работать с ними. Павел вошел в их труд. Но это был совместный бизнес. Они вместе что-то делали. Знаете, это не такая схема, как некоторые говорят, у меня с мужем совместный бизнес. Я вот с утра до ночи, как пчелка Майя, пашу, а муж дома схемы разрабатывает, как нам бизнес улучшить. Но чаще всего на диване я возвращаюсь, он такой заспанный, и схему пока не придумал. Но у нас бизнес совместный. Нет. Немножко по-другому здесь. Они вместе что-то делали, вместе что-то финансово созидали. И это нормально. Друзья, это нормально. Это вполне рабочая схема, потому что я, как человек Божий, внутри меня есть потенциал. Ты, как женщина Божия, моя жена, например, у нее есть свой потенциал. И, знаете, так приятно, когда ты проживаешь жизнь, и ты реализуешь, во-первых, свой потенциал, а во-вторых, ты что-то производишь на этой земле.
Так приятно, когда ты видишь усилия своих трудов. Так приятно, когда ты видишь, что ты не просто деньги заработал, а что ты что-то созидаешь, ты что-то производишь, от тебя есть какая-то польза в конце концов. Ага. 26 стих, откройте, пожалуйста, мы его тоже прочитаем. Аполлос начал смело говорить в синагоге, и когда Прискила и Акила его услышали. Друзья, вот здесь немножко с другой стороны эта семейная пара открывается. Они пригласили его к себе и точнее объяснили ему путь Божий. Мало того, что они в бизнесе были партнерами, они были в служении партнерами. И это так круто, когда муж и жена, они партнеры в служении. Это так круто, когда, знаете, не просто женщина, она ниже травы, или как? Да, ниже травы, тише воды, ее не видно, ее не слышно, она поддерживает мужа. Есть категория женщин, это их сущность, они, такие были. А, например, если у тебя жена буйная, она хочет и по-английски проповедовать, и по-русски проповедовать, и спеть, и станцевать, и бесов выгнать, и ноги вытянуть. И ты такой, иди дома сиди, ниже травы, тише воды. А ты не сможешь это победить. Ты домой будешь приходить после служения, и она будет тебя спрашивать, что там было, и ты будешь говорить какие-то вещи, и все, там, тебя будут наставлять, тебе будут говорить, лучше дай ей что-то делать. Скажи, домашняя группа у нас делится, я знаю, кому я эту домашнюю группу отделю. Ты человек, который способен это делать. Друзья, это классно, когда муж с женой служат. Это вообще библейская тема, библейская схема. Итак, мы говорим о том, что есть две схемы, отчасти рабочие, но не библейские. Когда не работает ни муж, ни жена, или когда работает только жена. Есть библейские схемы, когда и муж, и жена работают, а лучше всего они вместе еще и в служении. Это вообще круто. Это вообще шикарно, можно так сказать. И есть, например, такая схема, когда муж зарабатывает, а жена занимается детьми и хозяйством. К примеру, у тебя огромное хозяйство, у тебя огромное количество детей. 3 уже сегодня это огромное количество детей. Да, я иногда пересекаю границу, и там, когда смотрят в мой паспорт, раньше там в моем паспорте были вписаны все дети, и некоторые пограничники, причем женщины, чаще всего такие, у вас 4 детей? Я говорю, да. Как так? Притча 31 глава. Я хочу прочитать с 10 стиха. Интересное место Писания, но это не для всех женщин. Сразу предупреждаю. Притча 31 глава с 10 стиха. Нету? Мы прочтем тогда в нашей Библии. Откройте, пожалуйста, тогда в своем Писании Притчи 31 глава. Мы будем читать с 10 стиха. Шикарное место Писания. Оно начинается такими словами. Хорошая жена, кто ее найдет? Господь найдет. Не торопись, человек, не торопись, прошу тебя. Я нашел уже, не торопись. Кто ее найдет? Камней драгоценных она дороже. Всем сердцем верит ей муж. С ней он не будет в убытке. Она приносит ему добро, а не зло во все дни своей жизни. Какая шикарная женщина. Она выбирает шерсть и лен и охотно трудится своими руками. Она, подобно купеческим кораблям, издалека добывает свой хлеб. Затемно она встает, готовит пищу своей семье, дает служанкам работу, присматривает поле, покупает его. На заработанное ею наслаждает виноградник. Жаром принимается за работу. Ее руки крепки для ее трудов. Она понимает, что торговля ее доходна. Не гаснет ночью ее светильник. Руки свои на прялку кладет, пальцы ее держат веретено. Для бедняка она открывает ладонь и протягивает руки нуждающимся. В снег не боится за свою семью. Вся ее семья одевается в алые одежды. Она делает покрывало для своей постели, одевается в тонкий лен и пурпур. Мужа ее уважают у городских ворот. Со старейшинами страны место его. Она делает льняные одежды, продает их, поставляет купцам пояса, одевается силой и достоинством, весело смотрит она в завтрашний день. Она говорит с мудростью, доброе наставление на ее языке. Она смотрит за делами своей семьи. Хлеб безделья она не ест. Ее дети встают, и благословенно ее зовут. Также муж и хвалит ее. Много есть хороших жен, но ты превзошла их всех. Прелесть обманчивая, красота мимолетна, но женщина, что боится Господа, достойна хвалы. Дайте ей награду, которую она заслужила. Пусть дела ее славят ее у городских ворот.
Вот все, что описывается про эту женщину, это буквально, да. Можно сказать, что это за ерунда такая. Женщина только все что-то делает, а мужчина сидит у ворот. Мужчина сидит у ворот. На самом деле он бы там не сидел, если бы он был балбесом-бездельником. Там сидели уважаемые люди, которые имели вес в обществе, которые чего-то достигли, которые имели определенные позиции. И это не были просто болтуны и лентяи. Это были люди чаще всего, которые чем-то владели. За этими людьми стояло какое-то финансовое влияние. Это люди были влиятельные по сути по своей. Человек, скорее всего, занимается бизнесом. Или он занимается, может быть, какой-то общественной деятельностью, общественной жизнью, политикой в конце концов. Это человек, который при делах. А его жена, вот все, что мы прочитали там, она занимается домашним хозяйством. И уже от избытка своего домашнего хозяйства чуть-чуть осталось, продала, чуть-чуть больше произвела, продала. Эта женщина еще, знаете, с такой головой, полная идей. Но суть, мы читаем, что это женщина, которая бесконечно занимается хозяйством. Это женщина, которая с утра встает и до поздней ночи. Ее окружает ответственность по дому, окружает ответственность внутри дома. Знаете, мы сегодня так не живем же, если быть честными. Я понимаю, если у тебя 5 детей. Я понимаю, если тебе приходится плюс, например, заниматься своим гигантским домом в 300 квадратов, как я уже говорил, землей в 40-50 соток. Конечно, ты можешь стать подобной женщиной. Но практически такого сегодня нет. Я за то, чтобы жены, например, наши рожали детей. Я за то, чтобы в нашей церкви, например, были большие семьи, 3, 4, 5, 7, 8 детей. Но это между тобой и Богом. Это не от меня. Если ты вдруг решил для себя, что ты не будешь иметь детей, ты хочешь посвятить себя, например, интенсивно бизнесу и служению, никто тебя не осудит. Не имеет права никто тебя осуждать. Знаете, мы сегодня не какие-то религиозные деятели, которые навязывают другим идеи о том, что как так, вы там столько-то лет живете, и у вас до сих пор детей нет. Вы чего? Вы там, может быть, предохраняетесь, что ли? Да, это нормально, друзья. Мы верим в контрацепцию. Потому что есть такая система, есть поле, есть семя. И доколе существует поле, и оно встречается с семенем, будут рождаться дети. Все время. Если вдруг ты считаешь, что контрацепция не от Бога, ну тогда... Ну, не надо до такой степени. Тогда приготовься на то, что женщина будет бесконечно рожать, а тебе постоянно надо будет какие-то новые бизнес-идеи воплощать в жизнь, потому что семья растет, расходы растут, нужды умножаются. Тогда будь готов на это. Слышите, друзья? Так важно. Вот мы говорим вроде бы о простых вещах, и это библейские вещи. И есть какие-то вещи, у кого-то они работают в семье вот так, у кого-то по-другому. Важно, чтобы мы не смотрели сегодня на культурные аспекты или на то, что сказал какой-то там важный родственник ваш в вашей жизни. Важно для каждого из нас делать решение. Я, моя жена и мой Бог. Как у нас будет строиться? Например, когда мы поженились с Алиной, у нас была такая ситуация, когда я был служитель библейской школы, я вообще ничего не зарабатывал. Но я с утра до ночи был занят служением. А она зарабатывала деньги. И до поры до времени это была рабочая схема. Я был занят, я не был бездельником, но я посвятил себя служению. Бесплатному совершенно. И до поры до времени это была рабочая схема. Она фактически создавала свои зарплаты, наш семейный бюджет. Но так вечно продолжаться не может. Однажды я просто сказал, что я понимаю, пришло время мне быть тем человеком, который тащит, может быть, какую-то основной расход финансовый, потому что у нас должен родиться ребенок, потом дальше не за горами второй, мы не знали, что там еще не за горами или не за горами и третий, и четвертый, мы как бы так сильно не торопились, да, но я понимал, пришло время брать ответственность, и даже за служением прятаться я уже не мог. Я понимал, что мне надо что-то менять и брать ответственность. Друзья, есть какие-то ситуации, есть какие-то обстоятельства, есть какие-то, например, жизненные форс-мажоры. Может быть, мужчина, я не знаю, там упал с 3-го этажа, сломал спину и какое-то время работать не может. Может быть, мужчина после коронавируса немножко в себя прийти не может. Дай ему шансик. Пусть он недельку-вторую в себя придет. Скажи, хорошо, дорогой, ты же знаешь, я зарабатываю, мы не умрем с голоду. Но потом ты говоришь, дорогой, аллилуйя, в бюджете дырочка,
чувствую, что она растет. Давай, дорогой, посткоронавирусный синдром уже тебя оставил. Я смотрю, ты бодренький. Я смотрю, ты уже можешь. Аллилуйя, вдохнови его. Друзья, 4 схемы. Выбери для себя библейскую. Аминь.